В эфире новости спорта. Здравствуйте. Женская сборная России по фехтованию на рапирах завоевала серебрярные медали этапа Кубка мира, который завершился в Каире. В финале турнира российская команда в составе Инны Дереглазовой, Анастасии Ивановой, Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидуллиной уступила итальянкам. Встреча завершилась со счетом 40-42. В бронзовом финале сборная Франции со счетом 45-40 выиграла у команды США. Следующий этап Кубка мира по фехтованию на рапирах пройдет во Франции с 13 по 14 декабря. Сборная Испании по теннису со счетом 2-0 победила команду Канады в финале Кубка Дэвиса. Турнир завершился в Мадриде. А в первой игре матча до 2 побед Роберто Баутиста Агут выиграл у канадца Феликса Оже-Алиассима со счетом 7-6, 6-3. Во второй встрече лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль одержал победу над Денисом Шаповаловым со счетом 6-3, 7-6. Для сборной Испании эта победа на Кубке Дэвиса стала 6-й в истории. Напомню, российские теннисисты дошли до полуфинала турнира, где уступили канадцам со счетом 1-2. Сборная России по пляжному футболу проиграла команде Арабских Эмиратов в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Парагвае. Встреча завершилась со счетом 1-4. В составе победителей взятия ворот провели Мохаммед Аль-Жасми, Али Мохаммед, Хешам Мунтаси и Валид Бешер. Единственный гол россиян забил Артур Папоротный. Российская команда занимает третье место в турнирной таблице группы С. На счету команды 3 очка после 2 матчей. Сборная Арабских Эмиратов идет на второй строчке, имея в активе также 3 пункта. В следующем туре россияне сыграют с белорусами, а команда Эмиратов встретится с Сенегалом. Футболисты московского «Динамо» со счетом 2-1 обыграли Ростов в домашнем матче 17-го тура российской премьер-лиги. В составе победителей дубль оформил Максимилиан Филипп. Оба мяча немецкий нападающий забил с пенальти. У ростовчан взятие ворот провел Ивелин Попов. Благодаря этой победе динамовцы продлили беспроигрышную серию в лиге до 5 матчей. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата. На ее счету 21 очко. Ростов располагается на 5-й строке, набрав 30 баллов. В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдет 1 декабря. Ростов же днем ранее дома примет Екатеринбургский «Урал». В других матчах 17-го тура железнодорожники на выезде со счетом 3-2 обыграли Тамбов. Оренбург дома уступил Ахмату 1-2. С таким же счетом Рубин на своем поле проиграл Зениту. Уфа и Сочи сыграли в ничью со счетом 1-1. Очки также поделили Урал и Спартак, сыгравшие в нулевую ничью. Краснодар одержал гостевую победу над Арсеналом 2-1 и ЦСКА выиграл у Крыльев Совета в домашнем матче со счетом 1-0. Екатеринбургский автомобилист со счетом 2-1 одержал победу над московским ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе хозяев льда шайбы забросили Вячеслав Литовченко и Дэн Секстон. У армейцев отличился Кирилл Капризов. Для ЦСКА это поражение стало 5-м в 6 последних встречах. Несмотря на это, московский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 43 очка. Автомобилист идет 6-м на Востоке, набрав 35 пунктов. В следующем матче ЦСКА на выезде встретится с Челябинским трактором, а автомобилист на своем льду примет Нижегородская торпеда. Обе игры пройдут 26 ноября. Якутяне завоевали 2 медали на первенстве мира по киокусинкай карате. Турнир, участие в котором приняли более 1000 спортсменов из 25 стран, прошел в Токио. Алданский каратист Глеб Аксенов, выступавший в весовой категории до 55 килограммов, завоевал награду высшей пробы в возрастной группе до 14 лет. Среди участников не старше 12 лет медаль бронзового отлива завоевал Богдан Литвиенко, выступавший в весе до 50 килограммов. Оба спортсмена состязались под руководством нерюнгринского тренера по киокусинкай карате Георгия Казанашвили. В Якутске завершился турнир по настольному теннису ТОП-10 «Надежда Республики» на призы ветерана спорта Василия Данилова. Участие в традиционных соревнованиях приняли 10 юношей и 10 девушек с наилучшими показателями согласно официальному республиканскому рейтингу, а также взрослые спортсмены. В одиночном разряде среди юношей победу праздновал Владимир Кривошапкин из Чурапчинского Улуса. У девушек сильнейшей оказалась Маргарита Решетникова из Нерюнгринского района. В смешанном парном разряде золотые медали завоевал дуэт в составе Владимира Кривошапкина и Валерии Алагуевой. В абсолютном же первенстве среди мужчин победу одержал Дмитрий Винокуров из поселка Хатас. Среди женщин золото завоевала Аина Петрова из Амгинского Улуса. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.